Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Сегодня 19 октября, вторник 2021 года. Я опять с вами, Мурат Курманов. В этом выпуске я бы хотел рассказать о задержании в Турции. В Турцию 7-8 приезжает Бердымухамедов. И в Турции начинают задерживать активистов для того, чтобы уменьшить их активность, чтобы они не выходили перед Бердымухамедовским кортежем и не поднимали протестные свои акции. Уже задержали, вчера, 18 октября, задержали Ахмеда Рахманова, нашего активиста ДВТ. Он сам пришел в миграционную службу для того, чтобы продлить свои документы. И в это время там сотрудник миграционной службы вызвал полицию. В течение 1,5 часа полиция приехала и забрала Ахмеда. В полицейском отделении они не могут ничего предъявить. Они показывают список 25 активистов, которые были задержаны, не задержаны, а которые список составил консульский отдел, генеральный консульский отдел Туркменистана в Стамбуле. И по этому списку они делают задержание активистов. Несколько раз уже задерживали других активистов, они их отпустили. У Ахмеда юридически нет проблем. Он подал документы на продление своего статуса в Турции. То есть он на периоде оформления. Поэтому задержание непонятно. Мы, активисты, будем бороться за его освобождение в ближайшее время. Еще один активист, Камил Абулов, он находится в Стамбуле, 1986 года рождения. Он родился в Дашауском вилаяте в Туркменистане. Его сейчас держат в Пендик Гери Гönder'e мерkezinde. То есть в миграционной службе, депортационном лагере Пендик. У него документы в порядке. И есть статус, и документы, паспорт не просрочено, все. Но все равно его держат. Тоже непонятно. Здесь турецкие власти хотят услужить диктатору Бердымухамедову и задерживают наших активистов. Мы уже обратились в правозащитные организации. Завтра будем работать с Amnesty International, с другими, ДУХАДом, со многими организациями по тому, будем объяснять, что в Турции турецкие власти нарушают законы, что турецкие власти беспричинно задерживают активистов и оказывают давление по просьбе туркменских властей. Это, естественно, не даст авторитета Турции, но, к сожалению, Турция уже не первый раз показывает, что она нарушает законы. Дорогие активисты, я вам и раньше говорил, чтобы быть активистом, надо иметь определенные качества. Нас и задерживают, и избивают, и преследуют, хотят убить, и сажают ни за что, и так далее, и так далее, и так далее. На это мы активисты. Мы просто хотим, чтобы наш народ нас поддерживал. Как может, естественно. Поэтому мы будем всегда бороться за ваши права. Всегда бороться за процветание Туркменистана. Всегда бороться для того, чтобы в Туркменистане наконец-то образовалось гражданское общество. И народ Туркменистана зажил, как другие народы, спокойно и счастливо. Поэтому мы и боремся. На этом я заканчиваю свое выступление. Если будут дальнейшие изменения по поводу судьбы наших активистов, я вас буду уведомлять. Спасибо большое. До свидания.